아수 다 인제 토마딜리아네 자남균이 신신한 겐게 Прежде всего, я хотел бы поприветствовать всех тех, кто 신나바다 слушает эти 아 учения по интернету, 메시지 всех 저저 저들라 라바도 아주 лам и учителей, добродетельных 에 наставников, а также всех 주문나가 아 представителей 대신으로 санхи 저도 мужского и женского пола, а 점이셔도 также 겐게 всех моих 에 друзей в Дхарме по 셔도 всему миру, 토모닝게 상월올래야 которые слушают 썸썸사에 첨지슈야이 эти учения по интернету. Я надеюсь, что все вы пребываете в добром здравии. 다 드린딜이야 저 숨쉬 이 숨쉬 소마르베다 И сегодня 아수라다 the second last summer у нас second last предпоследний день, second last предпоследний день учений. Я не знаю этого термина для слова «предпоследний» на тибетском. Это, наверное, последний последнего день, наверное, так это будет звучать по-тибетски. Как бы там ни было, это предпоследний день наших учений, весенних учений. И прежде чем я начну эти учения, я бы хотел сказать следующее. 아주 가상마 겹치 충구를 무시 Как я уже говорил, Кябджи Чангуримбаче, 되네 구스대야당 아는 용실을 최외체도 я хотел сказать о том, что было бы хорошо провести ритуал для того, чтобы продлить жизнь Чангуримбаче и чтобы он скорее избавился от своего недуга. И меня попросили дать устную передачу на эту молитву о долгой жизни Чангуримбаче. И сейчас я дам вам эту устную передачу на этот текст. 옴수디 중에 노뱅은 이를 유르라모 제메주 예숨자게 지외고 남된 담배 제수 치다 뒤에 예지 미들세에 바제 치메세에 라조게 반델라메 고즈 다도 시와 쉬기고 유미체 발론제주 나서 주베 준주 뒤제 민고로 잡데베 세와나게 알아메고 용루베 도랍데지 예숨메 베체저기 뒤제 신사 민버제 Эта молитва была написана для того, чтобы для долголетия Трангуримбача и для того, чтобы он освободился от своего недуга. И после учения, если у нас будет время, хорошо было бы, если бы мы 2-3 раза могли прочесть эту молитву. В прошлый раз учение было очень долгое, оно заняло много времени, и поэтому я знаю, что у некоторых из слушателей были из-за этого сложности с приятием пищи, они несколько запоздали. И сейчас, пользуясь этой возможностью, я также хотел бы еще сказать пару слов. Подождите секунду. Его святейшество попросил немножко подождать. 되네 아주 배율이야 간겐 통줍 В Непале, в Карген-Дуджубе, наш Канген-Тунджуб была создана этот фонд. И я думаю, что это очень хорошо, что этот фонд был создан. И, видимо, в этом году будет второе собрание этого фонда. Это очень хорошо. И поэтому Чоджи Лама Пюнцок, который является главой этого фонда, я очень рад, что он это сделал. И они обращались ко мне. Однако у меня не было времени для того, чтобы сделать запись своего обращения. И позднее, когда у меня будет время, я обязательно запишу свое обращение. Сегодня же мы возвращаемся с вами к 33-му благому деянию из автобиографических стихов «Благие деяния». И согласно структуре из комментария к смыслу Сангья Палдруба, как я уже говорил, этот текст был обретен из Дрипунга, из монастыря Дрипунга, из его сохранилища.
из Нечулхакана и также один из Паталы. Таким образом, у нас есть два манускрипта этого текста, но между ними есть довольно много различий. И главным образом мы опирались на манускрипт из Дрипунга, из храма Нечунг. Таким образом, структура этого текста взята нами из комментария к смыслу. И, как я уже говорил, у нас существует два манускрипта из Дрипунга и из Паталы, и в своем комментарии я использовал оба эти комментария. Однако структура главным образом была из манускрипта Дрипунга. И если мы рассмотрим эту структуру из манускрипта Дрипунга, сейчас вы видите это на своих экранах, согласно структуре этих автобиографических стихов, как мы уже говорили, он состоит из 3 частей. Как он практиковал путь великой личности, она подразделяется на 3 раздела. И 3-й раздел – это как он обучался обетам 2 видов бодхичитты. Мы говорим о 3-м разделе. Этот 3-й раздел подразделяется еще на 7 подразделов. Мы уже говорили о 1-й, как он практиковал 6 совершенств и так далее. И переходим к 7-й. Это 7-й подраздел, как он, как 6 ясновидений дали ему способность приносить пользу другим живым существам. И это 33-е благое деяние, это последнее, четверостишее, последнее, 33-е благое деяние карма по Микедурджи. И коренные строфы звучат следующим образом. Тот, кто не обрел ясновидение в силу очищения омрачений, не может принести благо ученикам. Поэтому я довел до совершенства собрание, накопление, очищение и обрел радость принесения блага существам во всем пространстве. И это также я считаю своим благим деянием. В эти времена упадка большинство из тех, кто говорит, будь то лама или тулку, или римпаче, кто бы то ни был, те, кто говорит, что приносит пользу другим, должны заставить, являются защитниками и прибежищем живых существ. Большей частью они поступают следующим образом. Если они хотят защитить своих учеников от страданий самсары, они должны заставить своих учеников осознать недостатки сансары и преимущества нирваны, а затем понять важные моменты, касающиеся счастья и страданий, и заставить их усердно тренироваться с помощью многих методов, которые соответствуют их уму, занимаясь добродетелью, делая то, что должно быть сделано, и отвергая то, что не должно. И все мы желаем счастья, все мы не желаем страданий, однако мы не знаем, каким образом мы можем достичь счастья, каким образом мы можем искоренить страдания. Поэтому многие живые существа испытывают вследствие этого трудности. Поэтому учителя должны преподавать своим ученикам эти ключевые моменты, каким образом избавиться от страданий и обрести счастье. Поэтому очень важно, чтобы они научили, как искоренить страдания. Необходимо научать своих учеников, что принять, а что оставить. И под этим подразумевается накопление заслуг и очищение недобродетелей, а также усердие в отношении этих действий. Поэтому необходимо наставлять их учеников в соответствии с их умами, в соответствии с их наклонностями.
так, чтобы они занимались добродетелью, делая то, что должно, и отвергая то, что не должно. И если они будут обучать их таким образом, то вера и другие качества в потоке умов созреют. И когда они осознают уровень тепла в уме ученика, уровень тепла, который доводит до созревания корни добродетели и веру, их нужно заставить изучать глубокие, обширные знания дхармы, метода и мудрости. Таким образом, когда учитель понимает уровень тепла в уме ученика, когда он понимает, какие переживания и какие реализации находятся в уме ученика, учителю необходимо сделать так, чтобы ученики изучали глубокие, обширные методы и мудрость учения Будды. Если учитель стремится к тому, чтобы обуздать живых существ, своих учеников, то необходимо опираться на само слово Будды, а также на трактаты, которые были написаны учениками Будды и его последователями. И нет другого истинного способа привести других к созреванию и освобождению. В эти же времена упадка очень многие, те, кто зовутся Римпоче, Тулку или добродетельный наставник, они не понимают, что это необходимо делать, они не знают, как указать им истинный путь, безошибочный путь, и каким образом сделать так, чтобы ученики занимались этой практикой. Вследствие этого, так как они не понимают, как это сделать, из-за прошлой кармы они окружены порочными людьми, вокруг них собирается большое количество людей, и большинство из этих людей являются необузданными, обладают дурными характерами, и у них нет ни хороших помыслов, и характеры их дурны. И такие люди собираются вокруг этих лам и тулку. Основываясь на собственных знаниях и умениях, эти учителя дают им учения, обеты, образование и медитации, будь то наставление по принятию прибежища или объяснение различных текстов, объяснение медитации и так далее. Таким образом, по своему желанию, они советуют им, что делать, мешают им делать то, что делать не стоит и так далее. И если некоторые из учеников не слушают этих учителей, не следуют их желаниям, то они стараются их наказать, применить к ним гневные действия и так далее. И эти учителя не спят по ночам и не отдыхают днем, и они устраивают большой шум и неразбериху. И хотя они не совершают настоящего слушания, созерцания, медитации, они делают вид, будто бы они занимаются ими. Таким образом, они устраивают большой шум. И они делают вид, что они занимаются слушанием, созерцанием и медитацией. В своих сердцах они цепляются за людей, восхваляющих, которые говорят, он действует, помогая, чтобы помочь живым существам и учению. И таким образом, стремясь к тому, чтобы люди восхваляли этих учителей, и стремясь опровергнуть тех, кто их поносит, они совершают разнообразные действия ради того, чтобы их восхваляли и для того, чтобы принижать других. И из-за этой надежды и из-за этого страха они поступали таким образом. И Кармапа Мегидорджи смотрел на таких людей с отвращением. Он никогда не говорил, что это хорошие учителя,
и что они поступают хорошо. И он воспринимал это как блевотину. И поэтому это их принесение пользы другим на самом деле не приносит пользы другим. Оно является ложным принесением пользы. Он понимал, что именно намерения и действия разрушают прочное счастье каждого, наше собственное и чужое. И сам Микёдорджи старался поступать так, как Будды и Бодхисаттвы, как они действительно приносили пользу живым существам. Он был совершенно очарован деяниями Будды и Бодхисаттв. И поэтому он решил подражать деяниям Будды и Бодхисаттв. Он желал поступать так же, как они поступали. В частности, чтобы приносить пользу другим, он понимал, что необходимо обладать ясновидением. Чтобы поступать так, как поступали Будды и Бодхисаттвы, необходимы определенные качества. И желая следовать Буддам и Бодхисаттвам, он понимал, что для этого необходимо. И в особенности, чтобы приносить пользу другим живым существам, верную истинную пользу, так как они надеются в соответствии с их умами и пожеланиями, для этого необходимо обладать ясновидением. И это самое главное условие для принесения такой пользы. Об этом говорится и в Праджняпарамите, в 8000-й Праджняпарамите. Это сутра Праджняпарамиты, которая называется «Мать». Это 18-тысячная Праджняпарамита. 18-тысячная Праджняпарамита, в которой говорится, Субхути — это так. Птица не может летать без крыльев. Субхути, точно так же, как Бодхисаттва не может учить дхарме, существ без ясновидения, Субхути. Поэтому Бодхисаттвы должны практиковать запредельную мудрость, чтобы достичь ясновидения. И в Праджняпарамите говорится о том, что бодхисаттвы должны достичь ясновидения для того, чтобы приносить пользу другим живым существам. Если нет такого ясновидения, то они не смогут дать учение, которое соответствует наклонностям и способностям живых существ. Именно по этой причине необходимо обрести эти ясновидения. Если вы обрели такие ясновидения, то вы сможете приносить пользу живым существам в соответствии с их желаниями и чаяниями. И вы сможете это сделать легко, без всяких трудностей. Точно так же говорится и в Бодхипатта Прадипе, в «Светоче на пути к просветлению», который был написан Атишей. Как птица, чьи крылья не оперены, не может летать в небе, без силы ясновидения нельзя принести пользу живым существам. И когда мы говорим о птице, летящей в небе, у нее есть два крыла. Она опирается на эти два крыла в своем полете. Если же у птицы не хватает крыла или ее крылья обладают какими-то недостатками, она не сможет полететь в небе. Точно так же, если мы стремимся к тому, чтобы принести благо живым существам, в соответствии с их помыслами и наклонностями, для того, чтобы давать дхарму таким живым существам, сам учитель должен знать эти наклонности и способности, поэтому ему необходимо ясновидение, которое знает эти наклонности и способности учеников. Однажды Атиша сказал своему ученику Дромтонпе. Дромтонпа был один из самых главных учеников Атиши в Тибете, он был владыкой учения школы Кадам. И Атиша сказал Дромтонпе, он назвал его Упасика. Упасика или мирянин, который хранит обеты мирянина. По-тибетски это генен. Таким образом, Дромтонпа был упасакой, хранящим
мирские обеты, и у него были длинные волосы у Дромтумпы. И поэтому однажды Атиша сказал Дромтумпе, когда они находились в монастыре, в Сера или в Дрипунге, я не помню в каком монастыре, когда они находились в одном из монастырей, когда пришел кто-то извне, у него, по всей видимости, был прислужник, довольно старый, и когда приходили люди с визитом, необходимо было их представить. И Упасака указал, тогда Атиша указал на Упасаку пальцем и сказал, что это Дромтумпа. Когда у него спросили, это мужчина или женщина, так как у Дромтумпа были длинные волосы, это не всегда было легко понять, он сказал, что это Он сказал, что это женщина, по всей видимости. По всей видимости, этот прислужник сам не знал, кто такой Дромтумпа, и, видя длинные волосы, он сказал, что Дромтумпа является женщиной. И таким образом, Джоваджи называл Дромтумпа Упасакой. И Дромтумпа, он сказал Дромтумпе, Упасака, пока у тебя нет ясновидения, не взращивай группу учеников. Это будет подобно лучнику без глаз. Если слепой человек стреляет из лука, то это очень опасно, потому что он не знает, куда эта стрела попадет. И у нас есть такой пример, такая поговорка, как стреляющий в темноте. Человек, стреляющий в темноте, не видит, куда он стреляет. Если мы стреляем в темноте, то мы не знаем, в кого эта стрела попадет. Она может попасть и в нашего друга, или в наших родителей, родственников, близких и так далее. И точно так же, как в данном случае, если у тебя нет ясновидения, то ты не можешь заботиться об группе учеников, ты не можешь собирать вокруг себя окружение, потому что это подобно лучнику без глаз. Ты не представляешь, во что попадешь. И по этой причине сначала нужно уметь непосредственно воспринимать способности и наклонности учеников. И, например, Микёдурджи, он понимал способности, наклонности и скрытые возможности учеников, а затем выполнял соответствующие им деяния. Когда мы говорим о способностях и наклонностях, их трудно познать. Что уж говорить о других, мы иногда не знаем своих собственных наклонностей и способностей. Мы не знаем довольно часто, чего мы желаем, к чему мы стремимся. И, например, есть люди, которые обладают врожденным знанием, хорошими кармическими отпечатками в какой-то области знания. Кто-то знает хорошо науку, у кого-то есть наклонность к науке, хорошие благие кармические отпечатки для изучения науки. И некоторые в течение всей своей жизни, я думаю, что у всех, наверное, есть такие наклонности, однако пока они не проявились, мы даже не знаем, что у нас есть такие наклонности, что у нас есть такие предрасположенности. И когда человек смотрит, когда учитель смотрит своим ясновидением, он видит все наклонности, предрасположенности и скрытые стремления учеников. И он видит то, что неизвестно даже самому человеку. Он видит эти глубоко спрятанные наклонности, а также интеллект этого человека. И поняв эти наклонности и интеллект, учитель может явить деяния на их благо.
И поэтому нам необходимо ясновидение. Ясновидение бывает мирским и немирским. 5 мирских ясновидений не могут привести учеников на путь великого просветления. И хотя у этих людей есть телепатия, знание чужих умов, однако этого недостаточно для того, чтобы вести учеников по пути великого просветления, потому что освобождение, а также состояние Будды, полный путь, который ведет к этому состоянию, невозможно постичь, опираясь лишь на знание чужих умов. И поэтому нам необходимо реализовать способность, реализовать ясновидение, совершенно чистое, не мирское ясновидение. И тогда такой человек, обретший такое ясновидение, будет знать, как привести учеников к освобождению и состоянию Будды. И Микё Дорджи постиг это, он понял, что это необходимо. И как говорится в коренном тексте, все те добродетели, которые он совершал, которые он накапливал, он посвящал для того, чтобы обрести незагрязненное, немирское ясновидение. И он не говорил о том, что у него есть ясновидение. Однако он был рад приносить пользу живым существам. И для этого необходимо было обрести ясновидение. И поэтому Микё Дорджи говорит о том, что он посвящал все те корни добродетели, которые накопил ради обретения ясновидения. Таким образом, он говорит о том, что он посвятил все свои заслуги, чтобы обрести такое незагрязненное ясновидение. Существует много причин для достижения этого ясновидения. Но что же является главной причиной? Причина ясновидения, знание об исчезновении омрачений, зависит от неистощимого влечения слушания, созерцания и медитации Дхармы Махаяны в присутствии бесчисленных учителей Махаяны. Таким образом, если кто-то хочет принести пользу другим, у него нет другого выбора, кроме как сделать это. И существует много различных историй о бодхисаттве, которого звали Чойсан. И существует повествование о том, как он опирался на своих духовных наставников. И об этом существует много историй. И нам необходимо следовать его примеру для того, чтобы обрести для того, чтобы обрести ясновидение, знание об исчезновении омрачений. И нам необходимо для этого заниматься слушанием, созерцанием и медитацией Дхармы Махаяны, получив это от своих учителей, одного, может быть, или двух. И только тогда мы сможем обрести это ясновидение. И в благородном устремлении к благому поведению говорится: я полностью очищу океан земель, я полностью освобожу океан существ, я полностью узрею океан дхармы и полностью осознаю океан мудрости, я полностью очищу океан поведения, совершенно и полностью совершу полностью океан устремлений, совершу подношение океану Будды и буду действовать в течение океана ионов без уныния ради блага живых существ. По этой причине Сангей Палдруп, тот, кто написал комментарий к благим деяниям Кармапы, сказал, что Микё Дорджи заботился о тех, кто искал Махаяну, и полагался на него, и возлагал на него свои надежды таким образом. Таким образом, все те, кто принимал Кармапу как прибежище, кто воспринимал его как своего защитника, те, кто стремился обрести путь, ведущий к освобождению и к состоянию Будды, как уже говорилось выше, как объяснялось выше, как говорилось, например, в молитве благих устремлений, он заботился об этих учениках. И каким же образом он это делал? Исходя из того, как он это совершал, как он совершал деяния ради блага живых существ и у своих учеников, у него должно было быть либо действительное ясновидение, знание об исчезновении омрачений, либо, по крайней мере, что-то подобное. И мы можем быть в этом совершенно уверены.
가르쳐 레도 저지 용데 예 시설에 섬상 들리지 가르쳐다 레도 용데 도스 다들 손도와 다들야 가셔지기 다 미가셔지 И кто-то может сказать, что если Кармапа ваш гуру, 라마디 까마바라와스 то 까마바 поскольку Кармапа 이나니스 Будда, 라마디 까마바 инани스 если ваш Кармапа, учитель Кармапа, поскольку Кармапа Будда, вам не следует исследовать или даже усомниться в том, что он обладает ясновидением, позволяющим познать исчезновение омрачений. И поэтому вы не должны говорить, эти слова не верны, когда вы говорите, что, наверное, у Кармапы было настоящее ясновидение, знающее истощение загрязнений, или вы ощущаете, или у вас есть такое ощущение, что у Кармапы было такое ясновидение. Так как эти люди говорят, что так как Кармапа был Буддой, нет никакой необходимости испытывать сомнения относительно, были ли у Кармапы такое ясновидение, такие качества. Если мы посмотрим в его жизнеописание, в его биографию, то у нас может возникнуть ощущение, что у Кармапы было ясновидение. Однако эти люди говорят о том, что мы не должны испытывать никаких сомнений относительно этого. Но Санге Палджуб отвечал таким людям, что вы говорите правду. Обычно говорят, простые люди, такие как я сам, как, например, Бхикшу, Санге Палджуб, они говорят, что мой гуру — это сущность Будды Бодхисаттва Кармапа. И это всеобще известно в мире. И я могу последовать этому и словам великих учителей древности и современности и быть уверенным, что он и есть Кармапа. Но вместо этого я не знаю, является ли этот мой гуру Кармапа Буддой или нет. Я не знаю, является мой гуру Микёдорджи Буддой или нет. Он вполне возможно может быть и простым человеком. Я не знаю, является ли он Кармапой или перерождением Кармапы. В мире он известен как проявление Кармапы. И у него есть огромное количество учеников, великих учителей, которые признают его Кармапой. И я думаю, что они не ошибаются, исследуя за ними. Я воспринимаю своего учителя Кармапу как настоящего Будды, однако у меня, у самого нет такой способности сказать, является ли мой гуру Кармапа Буддой или нет. Является ли он сам проявлением Кармапы или нет. И поэтому я не могу сказать, является ли мой учитель Микёдорджи Кармапой или проявлением Будды. В этом утверждении я следую за другими, за тем, что известно в этом мире, затем я следую за словами великих святых личностей, которые утверждают таким образом. Когда Кармапа родился, было много различных благих знамений. Когда он был маленьким, он видел лики многих Будд и Бодхисаттв, и об этом говорится в различных биографиях Кармапы. И, например, в собрании сочинений Кармапы есть история освобождения или биография, написанная Акуа Трой, а также есть биография, которая написана Гампо Кхимпо-Шакья, а также есть история, которая была написана, биография, которая была написана самим Кармапой. И я думаю, что все эти биографии являются истинными. И основываясь на этих биографиях, на этих историях освобождения, я написал свои заметки. Кроме этого, я сам не видел никаких историй, я не знаю, видел ли, обладал ли он ясновидением, видел ли он божеств видимов и так далее. Таким образом, Санге Палджуб говорил, что он является обычным человеком, и у него нет способности видеть все деяния Кармапы, его ясновидение и так далее.
И я здесь хочу привести слова самого Кармапы. И это довольно удивительные слова. Они могут быть даже пугающими. Те из нас, кто носит титул Кармапы, являются просто благословением деяния самого Кармапы. Кроме того, я не думаю, что являюсь перерождением Кармапы. Некоторые говорят, что когда я был маленьким, я узнавал статуи и тому подобное. Но иногда в мои руки попадали статуи, принадлежавшие Кармапе, а иногда нет. Таким образом, здесь Микё Дардже говорил о том, что он был благословен Кармапой. Помимо этого, он не мог сказать про себя, что является перерождением Кармапы. Он говорил, что я не думаю, что я являюсь воплощением или перерождением Кармапы. Когда я был маленьким, мне говорили о том, что необходимо признать ту или иную статую. Когда признают того или иного тулку, этот тулку должен распознать вещи, принадлежавшие предыдущему его перерождению. Те вещи, которые держал в руках предыдущий Кармапа или предыдущий перерожденец. И этот кандидат должен определить эти статуи верно. И когда я был маленьким, мне приносили эти статуи для того, чтобы я узнал, которая из них принадлежала предыдущему Кармапе. И когда я брал в руки эти статуи, и некоторые из этих статуй были те, которые принадлежали предыдущим Кармапам, но были и те, которые не принадлежали предыдущим Кармапам. И когда я брал эти статуи в руки для того, чтобы определить, являлись ли они статуями, принадлежащими Кармапе или нет, иногда в мои руки попадали настоящие статуи, а иногда и те, которые не принадлежали Кармапе. И люди, которые входили в окружение Кармапы, они говорили мне тайно, какие статуи признавать или нет. Они говорили мне, чтобы я говорил, что это мои монахи, это мои статуи. И некоторые из из его окружения были монахами предыдущего воплощения Кармапы. И поэтому они говорили Кармапе Микё Дардже так, чтобы он говорил, что это мои статуи, это мои монахи и так далее. Также, если бы я сказал, что сегодня я видел то или иное божество, или те, кто против меня, злые люди, которые будут перерождаться в низших мирах во всех своих жизнях, или все, кто заменяет эманации Будды и Бодхисаттв, это было бы повторением слов, которые мне сказали. И мне говорили о том, чтобы я говорил, что я видел лики Будды и Бодхисаттв. Это говорили приближенные Кармапы. И если бы я давал такие предсказания, что злые люди, которые против меня, будут перерождаться в низших мирах в своих жизнях, это то, что ему говорили монахи из окружения. Все те же, кто возносил Кармапу, совершал ему подношение, это эманации Будд и Бодхисаттв. Если бы я говорил эти слова, когда я говорил эти слова, это также было то, что было сказано его окружением, так, чтобы Кармапа произнес эти слова. В частности, на вопросы о чьих-то прошлых или будущих жизнях, окружающие писали стихи или прозу о том, как они связаны со мной, или у меня есть такое проявление и так далее. И таким образом, когда у Кармапы спрашивали о предыдущих и следующих рождениях, те, кто находился рядом с Кармапой, так как они были связаны с этими людьми, так как люди, которые обращались с этими вопросами, говорили о том, что они связаны с Кармапой в своих перерождениях и так далее, эти люди из окружения говорили ему писать стихи или прозу о том, что они связаны со мной, или у меня есть такое проявление. И иногда эти слова, эти предсказания были плохими, но после этого
те, кто находился рядом с Кармапой, они получали хорошие подарки или вещи от этих людей, и они постепенно меняли эти предсказания на более хорошие. Когда им давали вещи, которым они радовались, они переписывали эти предсказания и меняли их на благие. И они все использовали мое имя, говоря, что это сказал Кармапа, что это было сказано самим Кармапой, и таким образом они просто использовали мое имя. И поэтому все это было притворством, поэтому нельзя полагаться ни на одну из моих предыдущих биографий, так говорил Кармапа. Потому что во всех этих биографиях были написаны разные вещи. И в нескольких предыдущих историях об освобождении некоторые старые ламы, чтобы доказать, что я был Кармапой, сравнивали меня с историями и жизнью предыдущих Кармап. И в это время с 8-м Кармапой была проблема. Было 2 кандидата Кармапы. И поэтому некоторые из старых монахов приводили в пример истории из жизни предыдущих Кармап и сравнивали эти истории с нынешним 8-м Кармапой, чтобы другие поверили в это. И многие говорили, я подготовлю жизнеописание деяний его святейшества, будто бы он совершил эти деяния. Я не совершал этих деяний. И в тексте, написанном Микё Дордже, который называется «12 деяний моей истории жизни», где он описывает некоторые свои видения в Бордо, а также когда он находился в утробе матери, в этом тексте, в этом сочинении говорится, что я совершал пожелание, чтобы в моей следующей жизни я мог посредством пути мантры явить пример 12 деяний высшей Нирманакая в этом мире. Кроме этого сочинения нет слов Кармапы, в которых бы он утверждал о том, что он совершал 12 деяний подобно Будде. Также Кармапа говорил, я также не узнал в Кончо-Гьянлаке воплощение Шамара через силу ясновидения. 4-й Шамар оставил свое завещание, и в соответствии с этим завещанием я признал следующее воплощение 4-го Шамарпы Кончо-Гьянлага. По всей видимости, Кармапа был очень прямым человеком и говорил то, что думает. И среди лам это довольно редкий случай. Когда Микё Дордже говорил таким образом, большинство людей думало, его святейшество притворяется, что не помнит прошлой жизни. Поэтому такие слова не воспринимаются буквально. Они были уверены в том, что Кармапа Микё Дордже обладал ясновидением, однако он, дескать, делал вид, что не помнит свои прошлые перерождения. Поэтому они говорили так про Кармапа, будто бы он говорит, что не И они говорили, что Кармапа на самом деле делает вид, будто бы не слышал и не знает, а на самом деле он слышал и знал все. Санге Палдруб же, он говорил о том, что необходимо буквально воспринимать слова Кармапы, потому что они являются истинными. И он говорил о том, что я не думаю, что эти слова являются неистинными. И если Кармапа говорит, что у него не было ясновидения, значит так и было. Если бы у Микё Дордже были какие-то высшие качества или ясновидение, если бы он признал, что у него есть эти качества,
то у некоторых людей, если бы у некоторых людей появились какие-то ложные воззрения относительно его, то пришлось бы сказать, что эти люди неправы, и что их воззрение неверно и ложно. Но Санге Палдруб говорил о том, что я думаю, что Кармапа, мой учитель Микё Дурдже, многие воспринимают его как Кармапу, как проявление Будды и Будды Бодхисаттв, как обладателя ясновидением. Но Санге Палдруб говорил, независимо от того, есть ли у него такие качества или нет, он не перестанет быть кармапой. Если это не значит, что если у него есть эти магические силы ясновидения, то он является кармапой, а если у него их нет, то он перестает быть кармапой. И почему это так? Потому что Будды и Бодхисаттвы являли множество различных проявлений. Они принимали различные рождения, и среди этих рождений, например, если взять Будду, среди своих Будда обладал множествами качеств, такие как ясновидение и так далее. Однако у Будды было также много различных проявлений, которые не обладали этими качествами, ясновидением и прочими. Например, собаки и свиньи, которые являются нирманакаями или проявлениями Будды, они не обладают качествами Будды. Они похожи на обычных собак и свиней. Если мы посмотрим на них, они ничем не отличаются от обычных собак и свиней. Они не излучают лучи света, они не обладают золотистым цветом тела и так далее. Однако, если мы не видим этих качеств, это не делает их не проявлениями Будды. И, например, в истории с Майтреей вы помните о собаке, которая была покрыта язвами, и в то же время являлась проявлением Майтреи. Когда обычно рассказывают эту историю о Санге, Санга лицезрел Майтрею в виде собаки, покрытой язвами. Однако это не делало Майтрею не Буддой, от этого Майтрея не переставал быть мудрый. И вспоминал или нет Микё Дорджи прошлые жизни, и показывал или нет он чудеса, это не просто видимость опыта. Обычные люди имели общее видение его чудес. Они видели его чудеса, и это были не просто какие-то видимости опыта. Многие люди в самом деле, находясь вместе, видели его чудеса. Я не знаю, были ли у него чудесные силы или нет, но многие люди видели его чудеса, и это были обычные люди, не были не какие-то йогины, которые обладают переживанием и постижением. Это не были видениями какого-то опыта, это были обычные восприятия многих обычных людей, и они видели эти чудеса. И когда китайский император Цзинтай, император династии Мин, он, видимо, император Цзинтай пригласил Кармапу, он не смог приехать сам, и поэтому вместо себя он отправил Домца Гушира. По всей видимости, это был лама, который обладал титулом Гошир, и он отправил этого ламу в Китай. И император Цзинтай сказал, что ты не являешься настоящим посланником Кармапы. И император решил наказать его. Когда он решил наказать его, в этот момент Микё Дорджи появился пред ними в пространстве вместе с черной короной. И император и большинство министров видели его непосредственно. И это не тибетская история.
Это то, что описывается в китайских историях. По всей видимости, это происходило в Пекинском дворце, и император, а также его министры, они видели Кармапу в небе перед собой. И в это время над шпилем этого места, над этим дворцом, кружили две птицы-долгожители, два журавля. Они кружились над этим дворцом. И это было благим знаменем. И утром по прибытии Тайкена, по всей видимости, Кармапу приехали пригласить Тайкен, по всей видимости, приехали пригласить Евнух, один из главных посланников Евнух с окружением. И эти посланники императора на следующий день, на завтра, когда они уже подъезжали в лагерь Кармапы, если, например, они должны были приехать завтра, то сегодня вечером они увидели на вершине снежной горы Кармапу посреди радужных облаков. Они увидели его в черной короне, объятого золотым пламенем. Таким образом, эти посланники китайского императора вместе с солдатами все лицезрели это видение Кармапы. Когда Кармапа прибыл в Нягрон, в этом месте проходит речка, которая называется Някчу. И ему необходимо было пересечь эту реку. Это, по всей видимости, была довольно большая река, которую необходимо было пересекать на лодках. Однако лодочники, видимо, требовали очень много денег за переправу, так как в лагере Кармапы было очень много людей, и представители лагеря Кармапа не сошлись в цене с этими лодочниками. Из-за этого весь лагерь вынужден был остановиться перед этой рекой. И в ту же ночь эта река Някчу полностью замерзла. Некоторые из вас не знают, наверное, этого термина дар чакпа, что значит замерзать. Эта река покрылась толстым слоем льда. Она замерзла, и весь лагерь переправился через реку. И это произошло совершенно внезапно. Вечером эта река замерзла. Последователи Кармапы из его лагеря все пересекли эту реку, переправились на тот берег, и на следующий день она растаяла. Как только все переправились на ту сторону, этот лед растаял. И в это время некоторые люди из этой местности Нягрон видели, как Кармапа летел в небе над водой. Точно так же во многих местах Кама, когда Микёдорджи прибыл в Кам и в Компо, а также люди из других регионов, видели, как он оставлял отпечатки своих рук и ног на скалах. И он оставил множество таких отпечатков. И также в прежние времена была традиция разбрасывать ячменные зерна. Раньше было очень трудно добираться до некоторых мест в Тибете. Если строили новый монастырь или новую статую, или молитвенный барабан с мантрами «Ом Мани Падме Хум», так называемое Мани Курло, многие люди обращались с просьбой, чтобы он осветил эти места. Из-за того, что Кармапа не мог посетить эти места, он делал это издалека. И была такая традиция освещения объектов издалека. И когда Кармапа совершал одно из освещений,
ячменные зерна не спадали с неба. И в Конпо находился монастырь, который назывался Сокдамхар. И когда Кармапа осуществлял освящение этого монастыря по просьбе монахов из этого монастыря, он взял ячменные зерна и бросил их в небо, и они покрыли всю область Конпо вплоть до границы. И все эти зерна, которые упали в землю, на следующий год они проросли и стали урожаем. И было несчетное количество случаев, когда со статуями, танками или изображениями и так далее Кармапа освещал эти статуи и танки или изображения, и множество ячменных зерн, брошенных для освещения, оставались в небе прямо над изображением в течение многих дней. И эти ячменные зерна, они находились в небе над этими, непосредственно над этими статуями и изображениями в течение многих дней, не падая на землю. И было несчетное количество случаев, когда даже мулы, лошади и собаки и дзо оставляли отпечатки ног. Кости их излучали груды реликвий, которые поражали всех, кто видел и слышал о них. И Санге Палджуб, он был, видимо, очень честным человеком, и он говорил следующее: большинство отпечатков от рук и ног в камне были несколько видны. Однако среди них, по всей видимости, были и те, которые были сделаны людьми, а не оставлены самим Кармапой. Они, видимо, вырезали эти отпечатки в камне. И поэтому Санге Палдруб говорил: есть ли у этого великого существа качество или нет, пожалуйста, не делайте таких опор для поклонения, для подношения, потому что если вы накопите дурные отпечатки, неблагую карму, это плохо. И, по всей видимости, среди этих отпечатков были и настоящие, и ненастоящие, и люди делали такие ненастоящие отпечатки рук и ног для того, чтобы обрести свою выгоду. И это было повествование о том, являл ли Кармапа чудеса или нет. Далее я хотел бы сказать о том, обладал ли он ясновидением или нет. И Санге Палджуб говорил о том, что я не знаю, у меня нет способности для того, чтобы определить, обладал он телепатией или нет, знал ли он чужие умы или нет. Однако большинство из тех, кто оказывался его в присутствии, у кого была вера, а также и те, у кого не было этой веры, они говорили, что у них возникало чувство, когда они находились пред Кармапой, что он беспрепятственно знает, что у меня была такая мысль, или обо всем, что я делал тайно. И не сосчитать раз, сколько вещей он сказал в силу своего ясновидения, говорят то или иное. И иногда перед Кармапой приставал человек, который говорил неправду. И, по всей видимости, некоторые из этих повествований о чудесах и ясновидении Кармапы являются истинными. И, как правило, что бы ни говорил Кармапа, эти слова имели глубокий смысл и были произнесены им точно в необходимое время, и это указывало на то, что он обладал ясновидением. Кармапа обладал глубокой мудростью и очень острым интеллектом. И видя, каким образом поступают люди, видя их внешний облик, Кармапа понимал, что представляет собой тот или иной человек. И поэтому Кармапа иногда шутил.
Он, по всей видимости, мог знать, какая хорошая или плохая мысль возникла у человека, высокая или низкая. И вполне возможно, что это было не ясновидение. Вполне возможно, что он мог определить это по внешнему поведению и внешнему облику человека. И иногда он шутил, говоря другим людям: покажи свои глаза и язык, я могу по ним определить твои мысли. И в его присутствии многие боялись думать дурные мысли, потому что они думали, что Кармапа может увидеть мысли этого человека. И Кармапа был очень обладал очень острым интеллектом, и поэтому люди не могли его обманывать. И если кто-то пытался обмануть его или ввести в заблуждение, Кармапа сразу же это понимал. Если кто-то пред ним произносил слова лжи, он сразу это понимал, однако он не пытался исследовать этот вопрос, потому что в этом не было необходимости, потому что он сразу же видел, что слова, которые говорит тот или иной человек, являются ложными. И многие люди, находясь пред ним, думали, что, наверное, Кармапа уже об этом узнал. Он понял, о чем я думаю, и поэтому, когда они встречались с Кармапой, они не говорили ему ничего. И Кармапа своим видом показывал, что он понимает, своим взглядом и улыбкой он давал понять, что он знает, но не говорил об этом многих слов. Однако некоторые люди думали, что хотя он и знает, я должен ясно спросить у него. И очень часто случилось так, что до того, как они задавали свой вопрос, Кармапа уже давал им ответ, и он говорил им, как им необходимо поступить. Также часто, когда те, кто встречался с Кармапой, в их умах могли возникнуть хорошие и плохие мысли. И Кармапа сразу же понимал эти мысли, и своими глазами и улыбкой показывал это. Его улыбка и взгляд сразу же менялись. И из этого становилось понятно, что Кармапа знает об их мыслях. И его глаза и его улыбка ясно указывали на это. Некоторые люди, у которых были очень сильные омрачения, Кармапа знал о силе их омрачений. Если у кого-то были сильные омрачения, например, мы с вами, если мы видим человека, который убил другого человека, и это то, что мы называем по-тибетски чип или загрязнение, это некая негативная энергия, некая негативная энергия, и мы этого часто не видим. Однако у нас может возникнуть ощущение, что это нехороший человек, который убил ножом другого человека. И эти люди испытывают неприятные ощущения, некое удобство. Другие же не испытывают ничего, с кем бы они ни общались, будь то Будда или Бодхисаттва или убийца, они не испытывают никаких ощущений, они не чувствуют ничего. Однако Кармапа обладал мощной интуицией, он сразу же чувствовал, кто перед ним находится. И из-за этого его внешний облик менялся. И поэтому в одной из его духовных песен Кармапа говорил:
Эта болезнь, нарушающая элементы тела, не что иное, как порог в практике дхармы моих учеников. И поэтому, если у него возникали какие-то трудности со здоровьем, какие-то недуги, он понимал, что это происходит из-за того, из-за поступков, не согласующихся с дхармой, которые совершали его ученики. И из-за этого, из-за этих поступков с ним происходили недуги. И наоборот, когда к нему приходили люди с небольшим количеством омрачений и большой верой и преданностью, если он был до этого болен, он сразу же чувствовал себя лучше, он сразу же казался радостным и довольным и много говорил. Таким образом, Сангья Палджуб говорит о том, что если вы хотите, чтобы ваш гуру всегда был здоров, вдобавок к тому, что ваш собственный поток ума не подвергался влиянию недостатку неправильного мышления и так далее, вы должны иметь преданность и веру, свободную от хвастовства и сектантства, молиться и призывать благословение и совершать прочие подобные деяния. Это то, о чем говорил Сангья Палджуб. И иногда Кармапа, как вы знаете, в прежние времена не было ни телефонов, ни интернета, а Тибет — это довольно большая страна. И очень часто люди не знали, что происходит в отдаленных областях. И будь то воровство или бандитизм, очень часто люди очень долго не знали о том, что там происходит в этих отдаленных областях. Однако Микёдурджи, казалось, что он знает больше, чем другие о том или ином месте или области. Иногда он знал даже больше, чем те его друзья или последователи, которые посещали эти места. И иногда, когда к Кармапе приходили люди, даже если их внешнее поведение было превосходным, если их внутренние намерения были плохими, они не могли обмануть его. Если у кого-то были хорошие намерения, но в момент плохого поведения из-за омрачений они совершали дурные поступки, из своего сострадания он никогда не разочаровывался в них и всегда проявлял любовь и сострадание по отношению к ним. Иногда строптивым дуракам и хвастунам он ясно говорил, в какой ситуации они находятся, и он это делал совершенно без какого-либо цепляния. И, например, по всей видимости, прежде был человек, которого звали Ловот Токден. Он был, по всей видимости, он был Токденом, человеком, обладающим реализацией. И он был известен как Токден, человек, достигший ситхи. И говорится, что однажды Кармапа позвал его, и он напрямую сказал ему, что ты не обрел ситхи, вас благословил великий сильный демон. И Кармапа напрямую сказал ему эти слова. И все говорили про этого Ловотокдена, что он является человеком, обретшим ситхи, обладается человеком, обладающим реализацией. Но Кармапа напрямую ему сказал, что он не обладает ситхи. Таким образом, он знал, что происходит в умах других людей, и он это делал совершенно без какого-либо цепляния. И, по всей видимости, он не всегда говорил о таких вещах. Он говорил о них только когда возникала определенная необходимость. И поэтому, когда мы смотрим биографию, изучаем биографию Микёдурджи, мы понимаем, что Кармапа знал о событиях и знал о мыслях других людей, и не было ничего, чего бы он не знал.
Однако у него не было никакого стремления к славе. И в миру очень много людей, которые говорят о том, что у меня есть ясновидение, у меня есть магические силы. Однако он никогда не поступал подобно этим людям. Кармапа всегда вел себя, как будто у него нет никакого ясновидения и магических сил. Иногда перед ним представали люди, которые совершали проступки, однако Кармапа никогда не говорил об этих проступках перед великим собранием людей. Потому что если бы он сказал об этих проступках, это стало бы лишь причиной для гнева этого человека и не принесло бы ему пользы, не помогло бы ему трансформировать его ум. Как правило, Кармапа говорил о себе о том, что он является простым человеком без каких-либо магических сил или ясновидения. И, например, многие люди приезжали с центрального и восточного Тибета к Кармапе, чтобы попросить его сделать гадание. И он говорил всем: я не знаю об этом, и не делал никаких предсказаний, не делал никаких гаданий. Он действовал так, как сказано в Праджнапарамите, в 25-тысячной Праджнапарамите. Необратимый бодхисаттва не делает предсказаний, говоря, у тебя будет сын или у тебя будет дочь, и никогда не ошибается, делая такие предсказания. Позже к нему со слезами на глазах приходили верующие люди, просившие предсказать, в каком из 6 миров родятся их умершие родители. Или люди спрашивали у нее: моя жена сейчас беременна, родится ли у нее сын или дочь? И говорят, что Кармапа никогда не отвечал на такие вопросы. И в первой половине своей жизни он, видимо, давал такие предсказания и совершал гадания, но во второй половине своей жизни он перестал это делать. Но все же, когда к нему обращались люди со слезами на глазах, обладающие верой, просившие сказать, в каком из 6 миров родились их умершие родители, из своего сострадания он говорил, что не хочет отказывать людям в такой печальной ситуации. И понимая их трудную ситуацию, он совершал гадания. Он говорил о том, что необходимо сделать свиток, небольшой свиток, поместить его в шарик из цампы, жареной ячменной муки, и затем эти шарики вращались в чаше. И в соответствии с тем, какой шарик выпал, определяли, в каком мире переродились родители этих людей. И таким образом, Кармапа совершал такие гадания, делая вид, что он не обладает никаким ясновидением. Когда мы совершаем гадание, есть определенные процедуры, чтобы выполнить это гадание, и это вовсе не является ясновидением, это просто гадание. И поэтому человек, который совершает гадание, вовсе не обязательно, что он обладает ясновидением. И многие из людей, многие из лам совершают гадания. Они бросают кости и затем говорят, что выпало. Но никто из них, как правило, не говорит, что они обладают ясновидением. И они не делают вид, что будто бы обладают ясновидением. Однако в эти времена упадка очень много людей, которые делают вид, будто бы они обладают ясновидением. Однако, даже если у вас есть ясновидение, не стоит его показывать, не стоит показывать людям, что вы обладаете этим ясновидением. И
очень важно, чтобы люди, которые даже обладают ясновидением, использовали гадание для того, чтобы давать свои предсказания, а не напрямую раскрывать свое обладание ясновидением. Давайте сделаем перерыв на 20 минут. 答案的理解了呀，那显示不显没关系，虚是不是？理解了，当我 И вот теперь мы закончили о повествовании о обладании кармапой, телепатии и знании чужих умов. Теперь я хотел бы рассказать о его воспоминании о прошлых жизнях. Говорят, что в жизни предыдущих, в рассказах из истории предыдущих кармап говорится о том, что большинство индийских и тибетских ученых и ситхов являлись одним и тем же потоком ума, что и кармапа. Когда мы обсуждаем это, большинство глупцов, кажется, думают, что его святейшество Кармапа сам признавал, что он был тем или иным перерождением. И может показаться, будто бы Кармапа говорил о том, чтобы он являлся тем или иным перерождением того или иного Махасидха или великого ученого. И также, когда какой-то человек умирал, или когда какой-то человек принимал перерождение среди 6 видов живых существ или находился в состоянии Бардо, в состоянии, промежуточном состоянии между этой и следующей жизнью, иногда Кармапа говорил, что я видел того или иного покойного во сне, или что такой-то и такой-то переродился здесь или там. И он говорил лишь эти слова. Однако его окружение объявляли всем об этом, и они начинали говорить, что Кармапа объявил о том, что этот человек, умерший там-то, находится в Бардо, находится в промежуточном состоянии, и он видел его состояние, как он там пребывает, или он переродился в одном из миров 6 живых существ, 6 видов живых существ и так далее. И они очень часто преувеличивали его слова и объявляли во всеуслышание о том, будто бы Кармапа сказал это. Независимо от того, обладает ли человек ясновидением устранения загрязнений, его мудрость Кармапы, которая отличает омрачение от противоядия, не зависела от слов других. Что является тем, что необходимо отбросить, что является противоядием. Кармапа мог знать это сам, опираясь на свою собственную мудрость. Очень часто он понимал великие писания, просто читая эти писания, будь то само слово Будды или трактаты, написанные последователями учения Будды. И он видел, что является тем, что необходимо отбросить, а что является противоядием. В частности, просто наблюдая за поведением учеников, которые зависели от него, он мог узнать их опыт шамадхи и випашьяны. Поэтому он никогда не упускал возможности устранить препятствия или улучшить их практику. В особенности, если человек, опирающийся на него как на учителя, был тем, кому можно было помочь, независимо от того, был ли он великим или низким, знатным или невысокого происхождения. Если он занимался практикой важной колесницы, если он получил посвящение, он мог сказать ему, приведет его практика к желаемым результатам или нет. И поэтому у него было такое ведение, он обладал таким знанием.
Когда человек занимался практикой, когда у него возникали переживания, Кармапа мог сказать ему, будет ли у него препятствие в виде болезней и прочего, достигнет ли его практика желаемой цели и так далее. Однако он говорил это лишь этим людям. И даже если он не видел этого человека непосредственно своими глазами, он мог давать такие предсказания. Я думаю, очень много времени прошло. Давайте, наверное, остановимся здесь, на этом. Оставшиеся объяснения я дам послезавтра. Сегодня, наверное, уже пришло время для вас принимать пищу. И я дам объяснение, восхваление он тщательно искал, а также биографии «Благие деяния». И я думаю, что послезавтра я также дам объяснение черных пилюль Кармапы. Я дам эти объяснения. Они будут довольно небольшими. И, как я уже говорил, в собрании сочинений Кармапы находится более 30 томов. И в этом собрании сочинений присутствуют все важные тексты, которые необходимы для обучения. Это комментарий на Бидharmakoshu, комментарий на Праджняпарамиту, комментарий на Мадьямака Аватару и так далее. И поэтому в нашей традиции Камцанг 5 великих трактатов были объяснены 8-м Кармапой. 7-й Кармапа написал великий трактат, великий комментарий на Праманавартику. Однако же все остальные тексты, объясняющие 4 из 5 великих трудов, были написаны 8-м Кармапой. И поэтому он оставил после себя великое наследие для изучения этих 5 великих трудов. И я думал о том, чтобы дать небольшое введение в то, что представляют собой эти комментарии к 4 великих трактатов. Однако у нас нет для этого достаточно времени, поэтому в следующий раз я хотел бы дать небольшое объяснение или ознакомление с тем, что представляет собой комментарий к Абисамая Ламкаре, который был написан 8-м Кармапой. И в будущем, если у нас будет время, я надеюсь, что я смогу дать эти объяснения и познакомить вас с этими трактатами, с этими комментариями к 4 великим текстам, которые составляют основу обучения. И в будущем, если у нас будет возможность, я постараюсь это сделать. И если у меня будет сила, если я буду чувствовать себя хорошо, и я постараюсь дать объяснение к этим 4 великим комментариям, к 4 великим трудам, которые были написаны Кармапой, а также Самвонадын, великое видение. Я думаю, что я надеюсь это сделать в будущем. Я не знаю, удастся ли нам это сделать все от начала до конца, но это те мысли, которыми я хотел с вами поделиться. И так я представляю свое служение великому 8-му Кармапе, а также учению в целом. Я надеюсь, что это принесет пользу. Как бы там ни было, весенние учения этого года, они заканчиваются. Это биография 8-го Кармапы постепенно заканчивается. Если у вас есть какие-то мысли относительно биографии 8-го Кармапы, вы можете поделиться ими, потому что я не всегда помню о том, что я хотел бы рассказать. И если среди наставников, а также
настоятелей есть какие-то мысли относительно того, что еще стоило бы рассказать о биографии 8-го Кармапы, пожалуйста, делитесь своими мыслями. И поэтому было бы хорошо, если бы наставники и настоятели щедра монастырей, в которых обучаются монахи, было бы хорошо, если бы вы поделились такими мыслями. Я думаю, что было бы, наверное, хорошо дать комментарий на Панчашику, 50 строф почитания учителя. В нашей традиции камцам были тантрические дацаны, или были центры для изучения тантры. И когда в этих монастырях давали объяснения тантрических текстов, они начинали с Панчашики, с 50 строф. А также Ранджундарджи написал Данцы Гятсо, Океан Самай. Я думаю, что это другой текст, который стоило бы объяснить. И затем, видимо, эти монахи изучали изложение 4 классов тантры и так далее. А также 3 потока, 2 тантры, хиваджи и так далее. То есть таким образом они изучали, такова была программа обучения в этих монастырях. И во время летних учений я надеюсь, что мы сможем это осуществить. И вполне возможно, что для этого потребуется много времени. Однако это то, о чем я думаю. Я еще не принял окончательного решения. Во многом это зависит от идей, которыми могут поделиться наставники и настоятели монастырей. Если вы поделитесь со мной своими помыслами, я постараюсь рассмотреть эти помыслы и понять, смогу ли я их осуществить или нет. Иногда я не знаю, что принесет большую пользу, что будет лучше для монахов и учеников, что лучше объяснить. И поэтому было бы хорошо, чтобы эти учения принесли пользу традиции камца, так как она пришла в упадок, и традиция объяснений таких текстов тоже в нашей традиции несколько пришло в упадок, и поэтому мы все должны приложить усилия для того, чтобы восстановить эту традицию. И на этом я завершаю свои сегодняшние объяснения. Давайте сейчас произнесем 21 хвалу Таре.
人生面别去，时来言，对些心上面不然子。老毛就算也，怎么了？都是去送当的。也我给些面包肉，面别对等住不然子。去年东北爱年嘞，跟着老毛在面。谢松下给些越过南镇当北街所中，七大队里给些金，没军谁也怕些事，前面谁也老做给帮点拉面过这些。大多希望去给过，给没些把弄去做。那所这边尊这个对些名我这点别，在我这给来面过，用中别多这点些。人数面面别学起来给对些心上面不拉子。老毛就算也当没了，都去送他的说，也我给些面包准，面边的人住不拉子。